Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем продолжать работать с текстурами. И как мы видим, на прошлом уроке мы с вами сделали вот такой рисунок компьютерного стола, то есть сделали рабочий стол. Теперь монитор выглядит как практически настоящий, на нем есть изображение. Давайте сейчас мы сделаем таким же образом изображение клавиатуры. То есть у нас клавиатура в данный момент не имеет кнопок. Мы специально не стали моделировать картинку, то есть кнопки, да, как модельку, то есть не стали делать каждую клавиатуру. Сейчас мы попробуем с вами сделать изображение клавиатуры через текстуру. Для этого мы заходим опять-таки в интернет и уже здесь ищем картинку, да, клавиатура, можно фото, да, сделать, картинка. И давайте посмотрим, как выглядит клавиатура, вид сверху, то, что нам нужно. Давайте мы возьмем с вами какую-нибудь клавиатуру. Когда мы ищем текстуру, мы должны обратить внимание, что текстура, она должна быть сверху, да, вид сверху должно быть обязательно. Если мы возьмем вот такую картинку, где клавиатура лежит как бы боком или как-то по-другому, у нас будут потом сложности сделать развертку, да, нормальным образом. Мы можем взять для пробы вот такую. Можете взять на свой вкус. Давайте попробуем сделать. Мне понравилась либо такая, да, вот такая, где она. Давайте такую возьмем. Вы можете в интернете поискать и на свое усмотрение взять любую клавиатуру. Мне вот это нравится, потому что она, возможно, по размерам совпадет. Ну, тут нету, конечно, нампада, то есть какая-то мини-версия клавиатуры, но ничего. Мы сохраняем картинку. Сохранить как в текстурах, да, мы пишем клавиатура. И далее мы заходим уже здесь и опять-таки повторяем наши действия, закрепляем, как же добавляется текстура. Мы создаем новый слот обязательно и новый материал. И здесь мы назовем его, можем так и назвать, клавиатура. И здесь Base Color меняем на Image Texture. И здесь Open открываем в текстурах картинку клавиатуры. Далее мы заходим здесь, выбираем вот эту область, выбираем картинку нашу и делаем Assign. Как вы видите, у нас развертка опять-таки лежит как-то вот не так, да, она криво лежит. Мы не можем с ней ничего сделать, кроме как выделить все точки и проскейлить. Здесь мы должны в картинках UV эдиторе, не в UV эдиторе, а в Image эдиторе, попробуем-ка здесь открыть клавиатуру. Да, вот она. Теперь заходим в UV и видим, что вот развертка, она лежит только на части картинки. Мы можем, конечно, попробовать так вот и rotate сделать, и потом подогнать его. Вы можете и таким способом сделать. Но я попробую сделать заново. Нажимаю английскую букву U, то есть G, да, русская G и Unwrap. Не подходит оно, скейлим по Y. Пытаемся вообще подогнать картинку, чтобы она совпадала с рисунком, но здесь, оказывается, мы rotate на 90 градусов подгоняем, то есть неправильно лежало. Ничего страшного, мы все это можем исправить. Scale по X, Scale по Y. А теперь она лежит, оказывается, вверх ногами.
опять-таки возвращаемся. Только в Edit моде мы можем редактировать UV развертку. Мы делаем rotate на 180 градусов и все. Ура! У нас клавиатура совпала с рисунком и все выглядит прям как настоящее, да? Теперь следующее, что мы с вами сделаем, это будет уже вот эта фотография. Давайте мы сделаем еще фоторамочку и посмотрим, как еще можем работать с текстуркой. Мы заходим опять-таки здесь, и что может быть на вот фоторамке. Мы можем взять семейную фотографию, вы можете даже собственную поставить. Я возьму с интернета, например, пусть это будет домашний питомец, собака-портрет. Может, кто-то на рабочем столе будет держать свою собачку. Возьмем какую-нибудь любую картинку, сохраним ее, опять-таки, сохранить как собака. И сохраняем. И здесь все то же самое. Повторяем новый слот в материалах, вкладка материала. Выбираем новый материал, Basic Color, выбираем Image Texture. И здесь мы открываем нашу картинку. И здесь мы то же самое открываем собаку. Далее мы заходим в Edit Mode. И здесь обязательно, выбрав материал, делаем Assign. Опять у нас картинка лежит вверх ногами или боком. Мы нажали U Unwrap и подбираем размер картинки. Ставим развертку так, чтобы у нас появилась картинка. Вот тут получается у нас есть картинка, да, собачий портрет. Но вы можете любую другую картинку. Этот пример нам нужен для того, чтобы мы понимали, как работает развертка, в каком месте его надо делать. Все, на этом примере мы сейчас с вами закончим. И на следующем уроке мы уже будем исправлять, как и каким образом мы можем исправить неправильную развертку уже в больших объектах, таких как стул или стол.